Мир меняется, люди меняются, жизнь меняется, и очень хочется, чтобы в этом стремительном потоке перемен что-то оставалось незыблемым. Базовые ценности, общие правила, основные положения основного закона, то есть Конституции. Вот и Конституция 92 года Республики Татарстан, которой ровно через год мы будем отмечать 30-летие, неоднократно приводил в соответствие к основному закону Российской Федерации. И тем не менее, я утверждаю, основные положения той Конституции Республики Татарстан до сих пор незыблемы и даже в чем-то актуальны. А то, что мы не всегда можем наполнить их реальным содержанием, это уже больше вопрос к нам, а не к отцам-основателям той Конституции. Они-то свое дело сделали. У каждого такого документа есть, по крайней мере, несколько измерений. Историческое, политическое, экономическое. В политическом плане это был прорывной документ. В историческом – эпохальный. Причем не только для Татарстана, для России в целом. Молодая страна и новоиспеченная республика бурно и сложно выясняли, как будут строить свои взаимоотношения. Ситуация тогда складывалась не в пользу Москвы. Татарстан в августе 90-го уже принял декларацию о государственном суверенитете, а в марте 92-го подтвердил свой суверенный статус на всенародном референдуме. Для республики был открыт прямой путь к принятию основного закона, своей Конституции. Россия, напомним, свою Конституцию приняла только спустя год после татарстанской. Поэтому понятно, в Москве эту молодецкую удаль Татарстана воспринимали, мягко говоря, настороженно. Однако, что они могли поделать, если республика действовала пусть и напористо, но с правовой точки зрения безупречно? К обсуждению основного закона в Татарстане подключились самые широкие слои населения. Проект Конституции был опубликован 31 декабря 1991 года для всенародного обсуждения. В ходе его было внесено более 5000 предложений и замечаний. Конституции не пишутся без профессионалов, поэтому мы жили на юрфаке университета, юрфак жил в Верховном Совете, и на самом деле весь цвет тогдашнего юрфака, он принимал в этом участие. Но самое главное, и они тоже, и эксперты, все общались с людьми, потому что Конституция принимается для гражданского сообщества. Начало 90-х, это 92-й год, это новые настроения абсолютно, эти телевизионные дебаты, передачи. Заседание парламента смотрели очень многие, да, многие смотрели прямые трансляции. Вот, ну, сегодня, наверное, этого уже не встретишь, да. В политическом плане это был прорыв еще и потому, что Татарстан показал всему миру и всей России то, как нужно находить единственно верное решение в ситуации разных, порой полярных мнений, оценок, устремлений. В начале 90-х в парламенте республики было несколько таких депутатских групп и течений. Одна из них во главе с Фаузией Байрамовой ратовала за предельную самостоятельность республики. Другие депутаты, такие как Александр Штанин и Иван Грачев, требовали конституционно признать, что Татарстан является неотъемлемой составной частью Российской Федерации. Конституционную комиссию возглавлял тогда Ментимер Шамиев, первый президент Татарстана, проявил и выдержку, и мудрость, и решительность. В ключевых вопросах Татарстан тогда выстоял, сохранил самостоятельность, где-то были найдены компромиссные формулировки и решения, устроившие и наших депутатов, и Москву. Я как участник национального движения в Татарстане сам был одним из тех людей, которые повлияли на этот процесс. Мы же вели борьбу за каждый пункт, связанный с суверенитетом Татарстана. Конечно, мы уступки сделали, но это неизбежно, когда переговоры ведешь. Это был демократический процесс. И тем самым мы спасли и татарстанское сообщество в целом, позволили динамично развиваться в дальнейшем. Но заодно мы заложили основы будущности Татарстана. Важно понимать, что не просто документ был, который позволил жить и развиваться в относительном спокойствии, но и правильная на будущее была процедура заложена. Конституция была принята единогласно. Был только один из депутатов, который воздержался. Все остальные проголосовали «за», поэтому это действительно консенсус, согласие на то время и определенные правила игры. По идее, мы сейчас намного сильнее, мощнее, по крайней мере экономически, чем в 90-е, однако то самое окно возможностей, если не закрывается совсем, уже не так широко распахнуто. Москва не пролонгировала договор о разграничении полномочий и предметов ведения, хотя формально принятые нами поправки в Конституцию страны никак не повлияли на основу федеративного устройства России. В реалиях мы видим, полномочия у регионов срезаются, их самостоятельность становится все более условной.
Вот эта централизация ведет к колоссальной бюрократизации, увеличению полномочий в центре, раздуванию аппарата, и эффективность принятия решений при этом всегда ниже. Начались самые последние реформы, там закон Клишес там и так далее, которые вот пытаются сейчас внедрить даже такие новшества, чтобы наши важные министры назначались напрямую из Москвы фактически. Там такое изменение предполагается. То есть мы вообще неизвестно, кем останемся. И все-таки в чем неприходящая ценность Конституции Татарстана? В том, что она даже после всех приведений соответствия с основным законом России до сих пор работает, до сих пор сохраняет актуальность по многим позициям. В республике действует институт президентства, провозглашено равноправие государственных языков татарского и русского, работает институт уполномоченного по правам человека. Экономические достижения Татарстана стали возможны также благодаря Конституции. Чувствуемся очень комфортно в плане творчества. Иркенлик, если по-татарски говорить, да? Без хазар ирекле, хам иркенкшлер. Посмотрите за окно, как изменилась Казань за последние десятилетия. Посмотрите на наших людей. Сколько у них все равно любви к родной республике, к городу. У нас есть все формы власти, вплоть до муниципальной. И все это еще опирается на институты гражданского общества. Все это подчеркивает нашу самостоятельность. И, естественно, все это обусловлено нашим основным законом. Реальная жизнь, она показывает, что если люди хранят свою самобытность, это, в принципе, это никому не мешает. И чем больше языков знает Российская Федерация, это благо Российской Федерации. Тимур Бекмурзин, Андрей Мохов, Андрей Кузьмин и Роман Безменов. 7 дней.